Беларуси после нахождения в некотором подполье и оказаться в гостеприимных литовских руках для того, чтобы дальше продолжить свою борьбу. На границе они столкнулись не только с нашими лучшими в мире пограничниками, это правда, но и с мигрантами, которые массово были переброшены с белорусской стороны на литовскую. Собственно, поэтому являются на сегодняшний день такими свидетелями, эмоциональными свидетелями, но и, кроме того, являются сами политическими заключенными, которые из Беларуси. Поэтому у нас есть вопросы. Ну, сейчас, может, Ольга? Здравствуйте, я Ольга Савицкая, я руководитель проекта помощи политзаключенным фонда «Страна для жизни». Наверное, самое важное, что мне бы хотелось сказать, что белорусские политзаключенные на сегодняшний день, те, которые находятся на домашней химии, под подписками о невыезде, они вынуждены также незаконно переходить границу, потому что репрессии не прекращаются в Республике Беларусь. И мы это видим на протяжении уже второй недели. То, что происходит сегодня утром, тоже у нас не самое лучшее в Беларуси. У нас задерживают, массово проходят обыски. И в Хельсинском комитете вот пришла новость, и в независимых журналистских организациях. Поэтому эта проблема незаконной иммиграции не только Литвы, это проблема Беларуси, но я уверена, что мы вместе справимся, разберемся в этом. И мы не должны забывать, что незаконная иммиграция – это основная провокация Лукашенко против дружественной нам страны. То есть он не знает, как бороться с добрыми литовцами, которые оказывают огромную помощь белорусам. И он для себя принял вот такой маневр. То есть таким образом он хочет вашими руками построить стену. В Беларуси на это денег нет. Поэтому, если литовцы решатся и построят эту стену, то вы поможете в первую очередь самому Лукашенко. Диктаторскому режиму вы поможете убивать и задерживать людей. Я просто хотел бы начать рассказать мою историю Ольгу. Ольга потом свою расскажет историю, как мы вообще оказались тут в Литве. Я сам родом из Бреста. Я и моя жена являемся политическими активистами компании «Европейская Беларусь». Мы активно участвовали в избирательной кампании, активно участвовали в акции протеста. Ну и так получилось, что с осени с прошлого года в стране начались массовые репрессии. Были задержаны, можно говорить, уже сейчас тысячи людей. Официально правозащитники признали политзаключенных 500 человек, но на самом деле политзаключенных намного больше. Ну и так получилось, что наша семья столкнулась с этими репрессиями. Первые задержали мою жену, Полину Шаренда-Панасюк. Она с 3 января уже находится в заключении. Она является политзаключенной, и в июне месяце ее судили на 2 года тюрьмы. 2 года тюрьмы. Это не просто тюрьма, это диктаторская тюрьма, где людей пытают и, к сожалению, некоторые их даже убивают. Но репрессии не заставили долго ждать меня. На меня было заведен ряд уголовных дел. Я был помещен под домашний, в мае месяце я был помещен под домашний арест и был тоже признан политзаключенным. В июне должен был состояться суд надо мной, по которому мне грозило 5 лет тюрьмы. Ну, естественно, справедливых судов в Беларуси сейчас нет, это судилища, которые просто исходы, которых заранее известны. Не знаю, сколько мне там намеревались дать, 3, 5 или там больше лет. Уголовных статей у меня было много. Я решил не становиться очередным заложником режима Лукашенко и попробовать сохранить свою свободу и действовать дальше на пользу Беларуси, на пользу белорусского народа, дальше защищать права политзаключенных. Я решил, что я связался с друзьями, и они посоветовали мне, что можно перейти границу с Литвой. Я знал, что в Литве работает белорусская диаспора, работает организация «Допомога», которую тут представляет Наталья Коллегова. Я вот очень благодарен ей, они оказали просто неоценимую помощь в тот момент, когда мы оказались в Литве.
Ну, так получилось, что мне удалось все-таки удрать из этого домашнего ареста. Я поселился недалеко от границы в одном из городов. Там друзья, мы знакомы раньше были знакомы с Ольгой, но у нее была похожая ситуация, она потом расскажет о ней. И мы решили переходить границу. Но сразу расскажу, как это выглядит на самом деле. Да, никакого забора ни с литовской, ни с белорусской стороны нет. Но с белорусской стороны есть такое понятие пограничная зона, и на всех дорогах стоят контрольно-пропускные пункты, где, не всегда, но чаще всего стоят дежурные пограничники, это во-первых. Во-вторых, во всех деревнях есть информаторы, пограничников, спецслужбы, все деревни специально. Это даже не добровольно в начале, это до каждого пойманного мигранта, по белорусским нелегального, не мигранта, а того, кто нелегально пересекает границу, пограничникам платят хорошие премии. Это одна премия. Я сам живу в Бресте, в пограничной зоне, много знакомых пограничников. Могу сказать то, что за каждого пойманного нелегального